Обращение к осетинскому народу. В средствах массовой информации и сети интернета не прекращаются территориальные претензии от жителей Грузии и Ингушетии в адрес осетинского народа, называя врагами и выражая враждебное отношение к осетинам и осетинской культуре. К нам на различные мероприятия в Республику Ингушетия приезжают представители нашей соседней национальности, осетины как раз, на различные спортивные, в том числе культурные. Видите ли вы в этом проблему? Между ними разговор может быть только о том, когда и как они передадут наш природный район в состав Ингушской республики. Если ингушских парней вооружить, обучить и дать им соответствующие указания, они в небеса поднимут эту Северную Осетию, клянусь Богу. 3 дня они им там не дадут жить, я этого убедился. Если кто-нибудь из кавказцев или кто-нибудь другой думает, что когда-либо ингуши забудут или оставят свою историческую родину, забудут свою землю предков, это невозможно. Вы должны знать, что придет время, и мы обязательно восстановим историческую справедливость, вернем Ингушский Владикавказ и наш великий район. Это наша земля, это наша историческая родина, это наша история, история ингушского народа. Подобное враждебное отношение может вновь явиться искрой нового вооруженного конфликта. Некоторые жители Осетии лично, либо через третьих лиц, продают недвижимость тем, кто считает нас своими врагами. Указанные лица, заселяя территории Осетии, неуважительно относятся к местному населению и нашей культуре, провоцируя тем самым наш народ. Эти покупатели осетинской недвижимости в дальнейшем отказываются продавать эту недвижимость осетинам. Продал недвижимость тому, кто считает тебя врагом, значит, продал свою родину. Считаем, что подобные продавцы родины являются коллаборантами, у которых нет понятия родины. В настоящее время идет тенденция утраты осетинской культуры. Взамен культуры наших предков нам пытаются внедрить чужую культуру под маской нашей культуры, путем проведения различных праздников, концертов и иных увеселительных мероприятий. Внедрение в наше общество культуры народов, считающих наш народ для себя вражеским в связи с территориальными претензиями, приведет к появлению коллаборантов среди нашего народа. Проявления и зачатки будущего коллаборантства мы уже наблюдаем сейчас. 7 марта 2023 года во Владикавказе в ресторане «Торне» при большой публике состоялся концерт грузинской певицы Меги Гогитидзе, во время которого демонстрировался флаг Грузии. Символ, под которым в 2008 году грузины устроили очередной геноцид осетинскому народу. Вероятно, публика, присутствующая на этом концерте, восторгающаяся пением Меги Гогитидзе и демонстрацией грузинского флага, не знает боли утраты близких людей, которых унесла война с Грузией. Вероятно, женская половина этой публики не сидела в подвалах в августе 2008 года. В России на законодательном уровне установлен запрет на демонстрацию нацистской символики, под которой уничтожали советских людей. Почему же нет подобного закона в Осетии, запрещающего демонстрацию символики, под которым проводился геноцид осетинского народа? Язык символов – это язык, в котором внешний мир есть символ внутреннего мира, символ души и разума. Что же касается отношения жителей Грузии к флагу Осетии, то вам никто не позволит в Грузии иметь его при себе, не говоря уже о его демонстрации. Например, в 2022 году на пограничном посту в Ларсе грузинские пограничники не пропустили владельца автомашины, который следовал в Тбилиси, по той причине, что у него в багажнике оказался осетинский флаг. 18 марта 2025 года, в день Эрецкой трагедии, на проспекте Мира во Владикавказе устраивается увеселительное мероприятие, которое якобы посвящается нартам. Молодые люди танцуют под грузинские мелодии и напевы, вытаптывая имя нартов, которое в виде голограммы почему-то оказалось на асфальте под ногами грузинского танца. Когда же мы научимся извлекать уроки из своей истории? 8 июня на многолюдном митинге в центре Цхинвала была провозглашена советская власть во всей Южной Осетии.
Это послужило для грузинских властей формальным поводом к началу широкомасштабного вооруженного вторжения в Южную Осетию. Против осетин были направлены карательные отряды, которые начали истреблять мирное население, сжигая целые села. Количество погибших осетин в 1920 году составило по разным оценкам от 8 до 25% от всего населения Южной Осетии. Во время одной из карательных операций грузинским войскам в плен попал небольшой отряд участников национально-освободительного движения осетин из 13 человек. 20 июня их казнили после пыток и унижений. В 2020 году в Южной Осетии эта дата была утверждена Днем памяти жертв геноцида. В начале 90-х Грузия осуществила военное вторжение и вторую волну геноцида осетин. После провозглашения независимости Южной Осетии в составе СССР грузинская милиция и вооруженные неформалы блокировали и обстреливали Цхинвал, что привело к многочисленным жертвам и разрушениям. Сопротивление грузинским националистам оказывали осетинские отряды самообороны и местные милиции. В самой Грузии также происходила этническая чистка и массовая расправа над осетинами. 28 апреля 1991 года 7 безоружных жителей юго-осетинского села Цинагар были убиты грузинскими боевиками. Селяне пытались помешать группе вооруженных националистов угнать скот, за что их ждала жестокая расправа. 18 марта 1991 года близ села Эрет грузинские боевики высадили из машины «Урал» 25 осетин, направлявшихся из села Дминис в Цхинвал. Женщин и детей избили, но отпустили. 12 мужчин осетинской национальности были подвергнуты зверским пыткам и погребены заживо. Долгое время они считались пропавшими без вести. Место захоронения обнаружили лишь спустя 2 года и 7 месяцев. В 2011 году Генпрокуратура Южной Осетии повторно возбудила уголовное дело по данному факту по статье 357 УК РФ «Геноцид». 20 мая 1992 года на дороге жизни у села Зар грузинские экстремисты расстреляли из засады мирных жителей, которые спасались из блокированного Цхинвала. Среди погибших были в большинстве женщины, дети и старики. Трагедия признана одной из самых страшных в новейшей истории Южной Осетии. С приходом к власти Михаила Саакашвили грузинские власти с 2004 года стали планомерно осуществлять транспортную и продовольственную блокаду Южной Осетии. Побои, пытки, похищения и убийства мирных граждан Южной Осетии грузинскими агрессорами вызвали очередной поток беженцев. С 2005 по 2008 год на территории Южной Осетии были совершены террористические акты, повлекшие гибель и увечья людей. В ночь на 8 августа 2008 года столица Южной Осетии подверглась мощному артиллерийскому обстрелу со стороны Грузии. Вероломное решение грузинского президента Саакашвили открыть огонь по спящему городу после обещаний о мире и добрососедстве обозначило новую кровавую точку в истории Южной Осетии. На спящий Цхинвал и его жителей обрушились тысячи бомб и снарядов. Беззащитным детям, старикам и женщинам пришлось прятаться от непрекращающегося обстрела в подвалах домов в смертельной опасности, атмосфере страха и ужаса. Боевые действия привели к многочисленным жертвам среди мирного населения, а также ополченцев и российских миротворцев. Пятидневная война завершилась 12 августа, когда российские войска, юго-осетинские ополченцы и силовые структуры полностью вытеснили агрессора за пределы Южной Осетии.